Заман хайролсын ГРТ каналында авто хаберлери. Студияда çalışır Татьяна Ставилова. Электен баш темалар. Ең ақылы ушаклар майын 25-нде Комратта йортулу олайын сүресінде дипломнарлан нышанандылар. Чадыр касабасында Михаил Губогла адына лицейінде IT лабораториясы açılды. Bir ayın süresinde Комрат Долай больницасында olacak olaylık su kendi sızıntısından içmeye. Yaşayanların sayısı Moldova'da yıldan azalır. 6.000 штраф var nasıl ödesinler onlar kim bırakır kendi avlarında ambroziya büyüsün. Ең ақылы ушаклар майын 25-нде Комратта йортулу олайын сүресінде дипломнарлы нышанандылар. Үйренiciler аңғылары илкерлері Олимпиадада, интеллектуал ойынарында, білім проектлерін ярышмақларында алдылар, пара премияларыны кабілеттелер. Олайы Гагаузияның üretim bakanlığı hazırladı. 500 öğreniciden ziyade türlü predmetlere göre olimpiadalarda devlet uğrunda ilk yerleri aldılar. Üretim Bakanı Natalya Kristeva şükür etti uşakları yüksek çıkışlar için. O nişanıdan yarışmaların sonuçları yıldan daha yüksek uğra kalkırlar. Знания делают вас лидерами. Не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте исследовать, учиться. Bu çıkışlar hem bilgiler yardım edecekler bütün yaşamanıza. Onlar açırlar gelecekte yeni kolaylıkları. Şükür diyelim sizin yöneticilere hem ailenize hani onlar böyle kavi bilgileri verdiler. Учителям и родителям, которые всегда поддерживали и вдохновляли вас на достижение новых высот. Gagauzya Başkanı Irina Vlach danıştı lisey hem gimnaziya öğrencilerine nişanlayıp onların kavi bilgilerini. Дорогие мои, образование – это мощное оружие, которое... Ariflik büyük davaları çözer. Onun yardımıyla dünya değişilir. Ben eminim hani siz onu ıslah tarafa değiştireceğiniz. Своими достижениями в образовании сделаете этот мир намного лучше. Sonra başladılar uşakları scenaya çağırma hem diplomları bağışlama. Uşakların taçoyu kabul ettiler birkaç diplom. Хочу сказать спасибо своим учителям. Şükür diyelim hepsi öğrencilere hem aileme. Anıları her zaman bana yardımcı olurlar hem desteklerler. Также хочу сказать спасибо своим друзьям, одноклассникам, которые также мне помогали, поддерживали, верили в меня. Я надеюсь, что для всех здесь Ben umutlanırım hani kim büyündürer scenada durgunmayacak yerinde. Devlete doğru da ilk yerleri alacak. Я желаю каждому поучаствовать в таком соревновании, потому что это действительно соревнование, где мы учимся взаимодействовать друг с другом, где мы набираемся опыта. Dilerim hepsine denesinler pay alma olimpiyadada. Bu yarışmaların hatırıyla türlü becermekleri var nice kabul etmem. Учить уроки добросовестно. И если у вас есть большое желание, если у вас есть сила воли, и если вы действительно достойно готовитесь, я думаю, что можно участвовать, можно занимать места и получать достойные результаты. Daha öteye doğru da olacak olaylar angıların süresinde ödüllenecekler uşaklar angıları başka üretim yarışmalarında ilk yerleri aldılar. Bu yıl ikinciliğe başlangıç klasların aralarında olimpiyadalar geçti. Onlar da kendi diplomlarını hem bağışlarını kabul edecekler. Belli edecekler genel diktantında tarayıcılarını. Marina Topal, Grigoriy Stavilov, Artem Topal, ГРТ Haberler. Приближается время экзаменационной сессии. Как будут проходить экзамены у нас в Гагаузии? Что должны знать выпускники, учителя и родители? А также об успехах учащихся учебных заведений автономии мы сегодня будем говорить с начальником управления образования Гагаузии Натальей Николаевной Кристевой. Наталья Николаевна, я рада вас приветствовать у нас в студии. Предлагаю начать нашу беседу с самого приятного. Это с успехов наших учащихся. Мы знаем, что 25 числа управление образования чествовало лучших учащихся автономии. Скажите, пожалуйста, сколько ребят у нас отличились в этом году и в каких направлениях? Да, мы традиционно уже награждаем ежегодно наших призеров как региональных олимпиад, так и республиканских олимпиад. Очень радует, что количество этих детей из года в год растет. И если в прошлом году в олимпиадном движении у нас участвовало 860 учеников, то в этом году это уже было 1030. И в совокупности
и по результатам республиканских, и по результатам региональных олимпиад было ими занято 560 мест. Это достаточно большое количество, больше, чем когда-либо в предыдущие года. Большое количество наших ребят участвовало в республиканском туре, это 250 учеников. Мы представили команды по всем предметам школьным, и нас очень радует, что количество призовых мест в республике у нас достигло 46. Тоже такой цифры до сих пор еще не было. Это было 26, потом 36. В прошлом году у нас было 42 победителя республиканских олимпиад. В этом году уже 46. И радует то, что ребята занимают места не традиционно, только у нас, естественно, что по результатам олимпиады по гагаузскому языку весь пьедестал наш. Но это и первое место по физике, это призовые места по биологии, по химии, по румынскому языку. Проходит очень серьезный, очень современный конкурс, национальный конкурс науки и инженерии МОУЦЕФ. И вот наша команда ребят также заняла там призовое место. Нас тоже этот результат очень радует. Есть места, большое количество мест по русскому языку. Тоже наши ребята отличились и привезли 5 поощрительных и 5 призовых мест по результатам Олимпиады по русскому языку. Конечно, это для них очень большой стимул к дальнейшему развитию. Во-первых, да, они не выпускники, да, те, кто сдавали летнюю сессию, они все получают автоматически оценку 10 за летнюю сессию. Это один из стимулов? Да. Но у нас есть 5 выпускников 12 классов, которые стали призерами республиканских олимпиад, и они будут освобождены от сдачи экзамена на степень бакалавра с автоматическим проставлением оценки 10. Это, наверное, самый большой стимул? Конечно, это самый большой стимул. Ну, плюс, конечно, есть еще и финансовый стимул. Учреждены премии на уровне республики для ребят и для педагогов, чьи учащиеся заняли первые места. Но мы уже второй год удваиваем эти премии за счет наших финансовых средств гагаузского бюджета. И точно такие же премии дополнительно выдаем еще от себя. А сколько составляет размер премий? 1000 леев первое место, это республика, плюс 1000 леев наши, 800, 600 соответственно. И педагог, который подготовил ученика, который занял первое место, он тоже получает в совокупности 2000 леев. Это что касается республиканского этапа. Для нас, конечно, это очень большой показатель, потому что в этих олимпиадах участвует вся республика, очень большое количество детей, одаренных, подготовленных. Поэтому мы стараемся систематически вести подготовку с этими детьми и всегда призываем педагогов заниматься этим, да, Наталья поэтапно, системно. Чем вы объясняете вот то, что число учащихся, которые активно и успешно принимают участие в олимпиадах, из года в год растет? И особенно, как вы подчеркнули, сейчас растет и интерес к точным наукам. То есть и физика появилась у нас первое место. Чем это объясняется? Ну, мне кажется, что наши ребята начинают понимать, что сегодня знание – это та валюта, которая поможет им приобрести самое главное в жизни, обрести себя, обрести свой верный путь, стать лидером, найти хорошую профессию, поступить в престижный университет. Поэтому ребята стараются педагоги. И мы также, вот у нас второй год учреждается фонд в области образования. И в этом году мы попробовали привлечь педагогов из кишиневских университетов для подготовки наших детей к республиканским олимпиадам. У нас вот такой опыт начался. Мы привлекли преподавателя по физике, по химии, по информатике. И эти педагоги занимались с группой наших ребят. Пока 3 этих предмета было? Пока 3, да. В дальнейшем, думаю, что нужно продолжить эту практику, потому что у нас очень талантливые, способные дети. Им нужно просто помочь, нужно вовремя рассмотреть эти способности, эти возможности и системно готовить их. То есть не накануне Олимпиады. Эта работа должна продолжаться в течение всего учебного года, из года в год. И тогда поверьте, что
а у наших детей будут очень большие, высокие результаты. Но мы знаем, что не только по точным наукам делается огромная работа сейчас. Уже вот мы видим первые результаты, но еще и по IT-технологиям огромный акцент делается и на развитие этого направления. В этом направлении также были отмечены лучшие учащиеся. Вот какие успехи есть на этом уровне? Да, я рассказала о республиканском этапе Олимпиады, но этому предшествовали региональные Олимпиады, где тоже участвовали представители всех наших лицеев и гимназий. И это тоже радует, что каждый старается попробовать свои возможности. И результаты тоже достаточно хорошие, большое количество призовых мест. Все ребята также были награждены вчера, и тоже у нас есть премии как со стороны республики, так и наши региональные премии. То есть мы стараемся, вот, чтобы они ощутили значимость своего успеха, поэтому все они были награждены. И действительно в этом году впервые мы приняли решение о том, чтобы провести такую первую региональную олимпиаду в области информационных технологий. Такое решение было обосновано тем, что второй год наше учебное заведение участвует в проекте «TechVille в каждой школе». Это такой революционный проект, который позволяет нашим ученикам в школе изучать такие предметы, как предпринимательство, графический дизайн, веб-дизайн, разработка сайтов, программирование, искусственный интеллект. То есть это то, что сегодня очень интересно нашим детям, это то, что развивает их практические навыки, это то, что готовит их к жизни. Поэтому у нас всего 45 школ, так вот в 41 учебном заведении ведутся такие курсы. Ими охвачено более 2000 детей. Это количество тоже выросло практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом. И я очень хочу, чтобы на следующий год все 45 школ включились в этот проект. Что самое интересное, что ведут эти курсы практически не учителя информатики, а это и учителя гагаузского языка, учителя биологии, учителя начальных классов, учитель физкультуры. Это наши преподаватели, которым тоже интересны эти все новые веяния. Они летом проходят переквалификацию и вот начинают заниматься с детьми, разрабатывать какие-то проекты, разрабатывать свое какое-то видение новое, предпринимательские навыки. И вот участие в этом проекте позволило нашим ребятам выйти и на республиканский уровень, на различные конкурсы, где у них есть победы. В прошлом году, хотя мы участвовали в первый раз в этом проекте, но у нас были уже призовые места на уровне республиканском. Наши ребята тоже были отмечены. Сейчас они тоже готовятся в июне месяце, поедут для того, чтобы защищать свои проекты. Но мы вот решили поддержать, да, мы решили поддержать этих ребят и дали им возможность здесь на уровне региона продемонстрировать свои способности, свои первые навыки. И они это очень удачно сделали. Мы их вчера тоже всех отметили. Очень важно, что вы делаете акцент на практических знаниях. Мы должны объяснить ребятам, почему им это пригодится в жизни, потому что очень важное, конечно, место играет теория, но практика, мы знаем, что показывает все, и она раскрывает ребенка. Она дает ему дальше возможность понять, а интересно ему это, а сможет он себя применить. Вот с практической точки зрения, вот почему необходимо, конечно, чтобы они вовлекались? Например, ребята, которые занимаются графическим дизайном, да, они встречаются с экономическими агентами, они помогают им разрабатывать там этикетки, упаковочные материалы различные. Они беседуют, они вникают в их суть работы. Ребята разрабатывают сайты для различных компаний. То есть они уже сегодня понимают, чем люди занимаются, как они зарабатывают. Более того, я хочу сказать, найти себе применение, они уже находят применение. У нас уже есть, особенно те, кто занимается на курсах предпринимательства, они уже сегодня зарабатывают тем, что они чему научились в ходе вот прохождения этих курсов. Поэтому это им очень интересно. Мы поддерживаем всегда такие направления, потому что хотим, чтобы школа развивала ребенка всесторонне, чтобы она готовила его к дальнейшей жизни. К сожалению, сегодня вот что-то посоветовать детям и сказать, что вот это профессия будущего, мы не всегда можем с уверенностью, потому что жизнь меняется очень быстро.
И непонятно, какие профессии будут через год, через два. И все больше мы слышим, что IT-технологии, инженерия, сделают конечно. так, что заменят очень многие профессии. Дети должны к этому быть готовы. Они сейчас уже должны анализировать. Дети, изучая искусственный интеллект, сами делают эти выводы, что сегодня уже часть профессий становится не актуальной, потому что нажатием одной клавиши можно сделать то, чему раньше специалисты обучались в течение 5 лет в университете. Именно сейчас какой-то переходной этап есть, Да, когда вот нужно принять очень важное сложное, но решение. очень интересное время, поэтому школа должна готовить ребенка к будущей жизни. Поэтому мы со своей стороны тоже, конечно, всегда предпринимаем все усилия для того, чтобы все, что есть новое, прогрессивное, инновационное, принести в наши школы и дать нашим детям. Как это воспринимают наши педагоги? Потому что мы знаем, что пандемия, конечно, через первый стресс они прошли, слава богу, прошли благополучно. Они усваивали все эти компьютерные технологии. Но вот сейчас, чтобы вот в это течение, в этот поток успешно влиться по IT-технологиям, дается им это все? Как они себя видят в этом? Я думаю, что... Конечно, сначала это был шок для всех, но все наши педагоги перезагрузились. 96% педагогов автономии прошло переквалификацию по повышению цифровой грамотности. Уровень цифровых компетенций растет из года в год, и мы ежегодно проверяем уровень цифровых компетенций у наших педагогов. Есть такой мониторинг, вот сейчас он тоже заканчивается. А что он представляет собой? Оценка каждого, то есть на уровне каждого учебного заведения дается оценка каждому педагогу, насколько он владеет цифровыми технологиями. Настолько это важно сейчас? Конечно, это очень важно. Это есть и нормативные документы, которым должен соответствовать педагог, поэтому эта работа проводится. Естественно, идет сравнительный анализ, и мы понимаем, что есть средний уровень, есть продвинутый уровень, есть низкий уровень. И вот так учителя делятся по группам. И, конечно, учителя стремятся повысить свой уровень, и все для этого делают. Сейчас для них уже стала нормой использование электронных журналов, различных электронных средств, оборудование, которое мы поставляем в школы. За последние 2-3 года в наши школы поступило более 2500 единиц компьютерной техники. И поэтому, конечно, доска и мел, скорее всего, очень скоро уйдут в прошлое. Поэтому современный учитель должен владеть всеми этими технологиями, владеть техникой и быть интересным для своего ученика. А наши учебные заведения, насколько они укомплектованы все-таки всем необходимым, если вот в процентном отношении, или что еще необходимо сделать для того, чтобы мы соответствовали всем стандартам по занятиям на уровне IT-технологий? Хочу сказать, что все наши учебные заведения на 100% подключены к интернету. Все педагоги 100% имеют технику для того, чтобы вести уроки. Как я отметила, что большое количество техники поступило за последние 2-3 года. И есть норматив. Один компьютер на не более чем 15 учеников должен быть. Это стандарт такой в школе. А в нашей автономии 5:1. То есть у нас мы по всем нормативам соответствуем тому комплектованию техники, которые должны быть в школе. Конечно, она устаревает. То есть 4-5 лет, и компьютер уже нужно списывать, да, его нужно обновлять, поэтому этот процесс не должен останавливаться. Наши школы нуждаются сейчас в другом. Их нужно ремонтировать. Их нужно приводить в современный вид, нужно делать уютные, комфортные классы, нужно менять мебель на современную, нужно ремонтировать кровли. Хочу сказать, что мы в этом году закрываем проблему со строительством внутренних санузлов. У нас оставалось 3 учебных заведения, да, но на последнем заседании Народного собрания Гагаузии был утвержден протокол комиссии по распределению средств центрального компонента. И в эти 3 школы уже перечислены средства для того, какие это учебные заведения, Наталья Николаевна? Для того, чтобы начать строительство санузлов. Это гимназия села Киритлунга, это гимназия в селе Кангас имени Чабанова, и это гимназия в городе Вулканеште имени Руденко.
Если эта проблема решена, практически решена, то я знаю, что проблема с кровлями учебных заведений пока еще обсуждается. Что по этой проблеме? Какое видение, какие перспективы? Решение за народным собранием. Все, что мы могли, мы сделали. Комиссия по распределению средств центрального компонента утвердила свой проект решения. И у нас только мы сейчас в режиме ожидания, чтобы Народное собрание утвердило это решение, чтобы начался этот проект. И действительно 16 школ могли бы отремонтировать свои кровли для того, чтобы следующим этапом, и мы готовы к этому этапу, это была установка альтернативных источников энергии. У нас есть партнеры, которые уже обследовали все наши учебные заведения. В этом году в 3 школах и в 1 детском саду были установлены солнечные панели. На следующий год в плане еще 16 образовательных учреждений. Если будут отремонтированы крыши, то я думаю, что в течение 2-3 лет мы сможем решить эту проблему. Приступить к этому этапу. Да, и реализовать. Это достаточно реальные проекты, которые можно осуществить. Но здесь очень важно техническое обоснование, чтобы кровля соответствовала тому, чтобы на нее можно было установить вот эти солнечные панели. Потому что на шиферную крышу или на какую-то старую крышу этого сделать невозможно. Поэтому для нас очень важно, чтобы крыши соответствовали всем требованиям. Ну и, конечно, чтобы не текли на голову детям. Ну, конечно, пока такая проблема есть, говорить Есть такая проблема. о решении других проблем точно рано. Да, есть такая проблема. Наталья Николаевна, ну и предлагаю перейти к тому, что сегодня волнует, я думаю, всех выпускников, их родителей, да и педагогов. Это экзаменационная сессия, в первую очередь на степень бакалавра. Как идет подготовка, когда пройдут экзамены, сколько учащихся сдают в этом году? Действительно, уже 2 июня стартует экзаменационная сессия на степень бакалавра. Это серьезное испытание для наших выпускников, к которым они готовятся на протяжении 12 лет, а не в последний день. Мы нацеливали наши образовательные учреждения на то, чтобы они постоянно, систематически проводили консультации с ребятами, готовили их. Ну, конечно, очень много зависит от самого учащегося, насколько он серьезно к этому подходит и как идет подготовка. Им предстоит сдать экзамены. Сессия будет продолжаться со 2 по 26 июня. Последний экзамен 21-го. 23-го мы планируем провести региональный бал выпускников, пока ребята еще не знают своих оценок, и чтобы их ничего не омрачало. Да. 25-26 уже они узнают оценки. И хочу, чтобы они не расстраивались, потому что у них есть возможности подать на апелляцию, на пересмотр этой оценки, если они считают, что их недооценили. Сколько времени дается? Там дается 24 часа, то есть у выпускников будет доступ к своей работе, которую он может со своим преподавателем просмотреть, указать какие-то задания, с оценкой которых они не согласны, и подать апелляцию на пересмотр работы. Поэтому мы такую практику всегда приветствуем, и у нас достаточно много апелляционных заявлений. Я хочу сказать, что более половины из них удовлетворяется. Поэтому речь идет не только об отрицательных оценках, но можно подать апелляцию на работу, которая оценена на 8-9, если вы считаете, допустим, что она может быть оценена выше. А в случае отрицательных отметок были случаи, когда подавалась апелляция, и ребенок получал положительный результат? И положительный результат. Если все-таки остается отрицательная оценка, тоже отчаиваться не надо, потому что запланирована также дополнительная сессия. Она будет с 17 по 24 июля. То есть все, кто вдруг получит отрицательные оценки, в этом году смогут пересдать еще раз, попробовать. Более того, у них потом будет также основание подать на апелляцию результаты этой дополнительной сессии. То есть этот процесс достаточно такой длительный, поэтому нужно сосредоточиться и использовать себя на весь свой полный ресурс и воспользоваться всеми шансами. Если вдруг в этом году не получается,
И во время Если вдруг дополнительных не сессий? получается, но на это настраиваться не надо. Надо настроиться на то, чтобы все получилось в этом году. 2 года подряд после того, как ребенок не сдал экзаменационную сессию, у него есть возможность бесплатно пересдать эти предметы. 2 года подряд. Потом тоже можно, но это все сложнее, потому что нужно будет уже пересдавать все экзамены, нужно будет получать допуск к этим экзаменам. Это сложнее. Поэтому у нас тоже есть хорошая практика, когда ребята, которые не сдали в прошлом году, приходят, готовятся и пересдают на следующий год. Наталья Николаевна, вот сейчас, если сравнить несколько лет, у нас какова тенденция ребят, которые по каким-то причинам не могут сдать экзамен на степень бакалавра, какие в основном это предметы, то есть на что ребятам обязательно нужно сделать больший акцент, и каков процент тех ребят, кто после дополнительных сессий может сдать, сдает успешно? Ну, тоже количество наших выпускников, которые не справляются с экзаменационной сессией, из года в год уменьшается. И также растет процент тех, кто пересдает. А в основном представляет проблему сдача, допустим, у нас румынского языка, математики. Эти 2 предмета все-таки больше всего, да? А все остальные предметы у нас нет задолжников как таковых по другим предметам. Только почему математика, эти румынский. предметы становятся у нас таким камнем преткновения для выпускников? Как вы Математика сложный предмет. Сложный? Да, сложный, он не всем дается. Достаточно сложные работы экзаменационные. Хотя ребята проходят предтестирование перед экзаменами и, в принципе, понимают, что из себя представляет эта работа. Румынский язык, знаете, я думаю, что здесь нужно, конечно, немножко пересмотреть программы для наших ребят по изучению румынского языка. Они достаточно сложные, они насыщены грамматикой, они насыщены большими текстами. И, на наш взгляд, для наших ребят прежде всего, конечно, нужно делать упор на коммуникативные компетенции, развивать разговорную речь. И сейчас принята национальная программа по изучению румынского языка, которая позволит проходить дополнительные курсы по его изучению. А также там есть пункт о том, что будут пересмотрены программы, особенно для территорий, где жители не владеют государственным языком. Для школьников будут пересмотрены программы. Как раз акцент ставится на устную речь. Даже рассматривается вариант сдачи экзаменов устно. То есть это поможет даже ребятам вот этот психологический барьер, который есть наверняка у каждого ребенка, преодолеть. Вот это, в первую очередь, наверное, на это адаптировано. Да. Хотя наши ребята, у нас процент сдачи экзаменов, положительной сдачи, он всегда выше, чем в республике. Всегда. У нас 94, 95, 96% всегда сдают ребят, хотя вот общий процент по республике, он всегда на 2-3 позиции ниже. Поэтому я думаю, что наши ребята готовы ко всему. Будем надеяться, что все у них будет успешно. Ну и вопрос, который не могу не задать, на что вы делали акцент постоянно в течение последних месяцев, это то, что сбор средств в учебных заведениях любого уровня запрещен. Вот что вы могли бы порекомендовать в данном случае? Ничего не собирать, инициировать. Я уверена, что инициатива в большинстве случаев исходит от самих родителей. Потому что мы уже столько работы проводим в наших образовательных учреждениях, у нас столько есть приказов, нормативных документов, устрашающих бесед и так далее, что, понимаете, тема коррупции – это такое двустороннее движение. Поэтому здесь нужно всем понимать запрет на подобные действия. И я хочу сказать о том, что сейчас есть даже изменения в административный кодекс, который предусматривает штрафные санкции не только для тех, кто занимается сбором, да, вот со стороны образовательного учреждения, но и родителей, которые занимаются сбором этих денег. Поэтому
Не знаю, мы очень много об этом говорим, и еще раз могу сказать, что любой сбор денежных средств в образовательных учреждениях запрещен. Запрещен. Нет никаких причин для того, чтобы собирать на что-то. Не надо никого кормить, не надо никому ничего дарить. Учитель на работе, он получает свою заработную плату. Работы проверяют вообще люди в центрах, которые уезжают туда. Поэтому все это лишнее. И просто надо к этому относиться по-другому. К этому нужно относиться ответственно. Ответственно, потому что ведь самое страшное, что это все видят и понимают дети. И вот таким образом у нас растет следующее поколение, которое приучается к тому, чего не должно быть в нашем обществе. Наталья Николаевна, спасибо, конечно, за рекомендации для родителей в первую очередь, я думаю. Ну а сейчас очень важно сообщить ребятам, которые закончат и захотят поступить, какие возможности есть у них для этого, что делается у нас на уровне автономии для того, чтобы помочь и простимулировать ребят поступать на необходимые, в первую очередь, я думаю, автономии профессии. Вот здесь очень хочется, чтобы вы сделали акцент, какие специальности нужны здесь у нас в регионе, на какие ребята смогут поступить, чтобы прийти уже здесь на родине у себя работать. Надеемся, что все наши выпускники 4-5 июля получат дипломы об окончании лицейского образования и будут готовиться поступать в высшие учебные заведения. И здесь, конечно, мы придем к ним на помощь. А у нас в автономии уже на протяжении нескольких лет работает программа образовательных грантов. И как раз она и построена на том, что мы формируем региональный заказ, который основывается на запросах экономических агентов, государственной службы, учреждений публичных, различных, на тех специалистов, которых не хватает в автономии. То есть вот у нас есть такая межведомственная комиссия, которая уже заседала, и мы утвердили список приоритетных специальностей, в которых нуждается автономия, и готовы выплачивать образовательные гранты тем нашим выпускникам, которые поступят на эти специальности. Что такое образовательный грант? Это ежегодная выплата денежных средств непосредственно студенту. Сумма этого гранта, она эквивалентна сумме контракта. То есть не обязательно, чтобы студент учился на контракте. Даже если он будет обучаться бесплатно, все равно в априори, сколько бы стоил этот контракт, такая сумма в 2 транша, в 2 полугодия будет перечисляться нашим студентам. Но у студентов, соответственно, появляется своя обязанность. Это по окончанию обучения вернуться в автономию, проработать минимум 3 года. Какие это специальности? Конечно, я буду говорить в первую очередь о педагогических специальностях. Нам нужны педагоги физики и математики. И мы заказали, скажем так, 10 мест. Более того, у нас достигнута договоренность в университете имени Крянге, которые готовы открыть для наших детей группу с русским языком обучения. Поэтому я призываю всех задуматься и сделать свой выбор и пойти поступать на эту специальность. В этом году у нас есть 20 мест, скажем так, для поступления в медицинский университет, потому что автономия нуждается в докторах. И у нас уже 17 студентов обучается в медицинском университете, ежегодно получают контракты. Кстати, 30 педагогов тоже у нас есть в Камрадском государственном университете, которые готовы вернуться в школы после окончания. В этом году 20 мест в медицинский университет. Но тоже хочу пояснить нашим телезрителям, что сначала нужно самостоятельно поступить. То есть вот когда они поступают, когда у них есть документ о том, что, что они уже зачислены, являются студентами медицинского университета, вот тогда они приходят к нам, и мы с ними заключаем договор о взаимных обязательствах. У нас есть ряд специальностей в области инженерии, очень интересные специальности, поэтому тоже они есть в Техническом университете Молдовы,
где обучаются тоже более 300 наших студентов из Гагаузии, более 70 из них по нашим контрактам. Очень интересная для специальность. технического университета сколько дается мест по инженерным специальностям? По инженерным специальностям у нас около 12 мест, если я не ошибаюсь, зарезервировано. Но, знаете, в положении есть статья, которая позволяет нам в случае, если остается денежный фонд, какие-то специальности были не востребованы, мы можем рассмотреть и дополнительное количество. То есть, если будут студенты, которые будут готовы заключить соглашение, будут готовы прийти работать в Гагаузии дальше, я думаю, что региональные власти всегда найдут возможности для того, чтобы их поддержать. И есть 3 места в сфере культуры. У нас тоже в Академии искусств есть наши выпускники, которые обучаются. Это тоже достаточно дорогостоящее обучение. Более 30 тысяч контракт стоит, и мы выплачиваем такую сумму этим студентам в том числе. Поэтому мы ждем, мы открыты. У нас на сайте Главного управления образования есть перечень всех специальностей, есть контактный телефон. А вся дополнительная информация, пожалуйста, мы разъясним все подробно. Наталья Николаевна, и говоря о возможностях обучения у себя на родине, конечно же, хочется узнать, на каком этапе находится строительство индустриального колледжа в Камрате, потому что очень многие ребята, я уверена, очень с нетерпением ждут, и родители также, для того, чтобы они могли здесь, на месте, получать нужные специальности, востребованные. Да, строительство индустриального колледжа, первый этап – это учебный блок, он практически завершен. Буквально несколько дней назад приезжала группа специалистов из Министерства образования Турции. Мы с ними прошлись по всем кабинетам, которые уже готовы. Они начинают этап закупки оборудования. То есть нужно 3-4 месяца им для того, чтобы закупить все оборудование, всю мебель и оснастить учебный корпус. Дальше планируется строительство 2 общежитий еще. Сейчас благоустройство идет прилегающая территория, строится спортплощадка. Конечно, нам бы хотелось все это завершить до начала учебного года, но есть сомнения, потому что есть еще вопросы. Мы знаем, что учреждения среднего профессионального образования, они подведомственны Министерству образования, то есть это не компетенция региональных властей. Поэтому здесь еще есть вопросы для взаимного обсуждения, но мы сделаем все возможное, чтобы этот процесс ускорился, и это востребованное, действительно востребованное образовательное учреждение как можно быстрее открыло свои двери. А спрос на него действительно большой, и к нам очень часто обращаются родители, выпускники, которые хотят в нем обучаться. Да, Николаевна, в завершении программы ваши пожелания выпускникам, преподавателям, родителям? Во-первых, заканчивается учебный год. У нас 30 мая последний звонок. Наверное, это самый радостный праздник в школьной жизни. И я, конечно, поздравляю всех ребят, всех педагогов, всех родителей с окончанием учебного года. Я желаю, чтобы они за это лето отдохнули, набрались сил, набрались здоровья, провели его с пользой для себя, для своего развития, нашли возможности для своего развития. Но нашим выпускникам, 9-классникам, их тоже большое количество, больше 1000 будет сдавать экзамены с 5 июня. У них стартует экзаменационная сессия. И, конечно, нашим выпускникам лицеев я желаю сосредоточиться в последние дни, поверить в себя, быть уверенными, идти смело, не пользоваться никакими подручными средствами, назовем это так, потому что это все очень чревато серьезными последствиями. Поэтому лучше хорошо подготовиться и спокойно пойти на экзамен и показать все, чему они обучились за 12 лет. Ну, а родителям, конечно, я хочу, чтобы они поддерживали своих детей в любом случае. Все равно каждый ребенок для своего родителя, он самый лучший, и это так и есть. Спасибо, Наталья Николаевна, за участие в программе. Напоминаю нашим телезрителям, что сегодня в программе «Автах Хаберлери» приняла участие начальник управления образования Гагаузии Наталья Николаевна Кристева. Вам также успехов в работе. Спасибо.
IT-laboratoriyası açıldı. Çadır kasabasının Gubogla adına liseyinde üreticiler mahsus kursları geçtiler. Onlar şimdi bu becermeklere aktif uşakları üretiyorlar. İleride der tema süjet. Gagauziyada 41 öğrenme kurumu hem 2000 öğrenciden ziyade aktif paylarla informasyon kurslarında hem konkurslarda anglarını geçirir Takewell projekti. Üreticiler türlü disiplinalarda üretiyorlar uşakları grafikaya, saytların, logotiplerin, vizitkaların yapmasında. Elektron defterleri, savaşçılar giriştirmeye hem başka proyektleri. Öğrencilerin laflarına göre ilkten zordu öğrenme ama şimdi onlar büyük havezle misafirlere kendi işlerini gösterirler. Zordu, çünkü biz bilmedik nice yapma onu da bize yürüyücü gösterdiğince yapma. Мы создали сайт. Biz yaptık saytı Yongryang'ın yaratmasına zordu. Bir yıl öğreniriz bize yeni. Только обучаемся. Для нас это все в новинку. Тяжело, конечно, было. Это все-таки... Zordu ilk yıl öğrenme var tane. İleri doğru ilerleteceğim bu işi zere pek meraklı. Потому что это реально интересно, и мне нравится этим заниматься. Сначала было сложно, потому что мы Zordu zere bize yeniydi ama çekettiğine işlemeyi öğrendik detaylı oldu. помнили все функции, и было уже легче. Первая реализация была в том, что Bu bizim ilk projektimiz. Her sabah üretici harcar vakitini sayma kaç uşak derste. O girer şimdi telegrama da görür hepsini kim var klasta. Hepsi işler. Denedik bizim 11. klasımızda şimdi niyetleniyoruz bütün şkolaya giriştirmeye. и мы планируем сделать это для всей şколы масштабно. Gagauziya'nın üreticisi Oksana Konstantinova geçirir uşaklara grafik dizayn kurslarını. İlkten ona da zordu ama bugün seviner uşakların becermeklerine. Hemani meraklandırdı onları zanatlanma informasyon teknolojiyalarına. Grafik dizaynası o bir yeni kurs angısını biz ilk yıl götürüyoruz. Meraklı oldu hem analara babalara hem de öğrencilere. Biz başarılı olduk. Bu yıl biz 700 komandaların arasından geçtik. Kaul'da kabul ettik ikinci yeri. Uşaklar giriştirirler proyektleri eko oboyların yapmasında anglarını yapıştırdılar biyologiya sınıfında. Biznes ideyalarda kurdular yerli kompanyaların saytlarını. Uşaklar kendi proyektlerine çıktılar devletin üyesi tarafında yarışmakların ilk yerlerine. Da tanıtırıcılar Gagauziya devlet uğrunda. Öğrenme kurumun başı Yelena Yurchenko nişanadan lisey 10 yıl geri başladı kullanma yeni teknolojiyaları öğrenmek prosesinde. Я рада тому, что курсы Takewell дали возможность изменить. Ben sevinirim hani Takewell kursları verdiler kolaylık değiştirmeye okulun öğrencilerin yaşamasını giriştirmeye onların öğrenmek programmasına predmetleri anglarını onlar öğrenirler niyese yeni oldu kolaylık yapma onların gününü yeniyeceğim. Получилась возможность сделать день ученика современным, образование современное. Gagauziya Başkanı Irina Vlach vurguladı bugünkü okullar lazım yeni teknolojiyalarla bir orada gitsinler de versinler uşaklara kolaylık yeni programmaları öğrenmeye. Onlar her gün lazım öğrensinler ve göstersinler bizim uşaklar başka bir şkola. Versinler onlara başka bir nasatları da yapsınlar öyle. Hani bizim uşaklar gelirse şkolaya öğrensinler da istesinler kalsınlar. Burada da niye biz de isteriz. Biz pek isteriz. Hani onlar açın şkolayı bitirecekler kalsınlar burada Moldova'da kalsınlar Gagauziya'da. Atik projektin başı Anna Kiryakova vurguladan uşaklar yaparlar üsek orada işleri. Реально крутые проекты. То, что Peki yüksek orada projektler siz açıkladınız 4-5 projekt angılarını gördük. Hepsi söyledi Tion Radini kime yaptınız? Onlar beğendiler. Bu şeyler onun için ne siz yaparsınız? Ya bu vakıdadan hiç yapılmadı ya da ne yaparsınız yüksek orada. Bana gelir bu ikinci sizde var büyük perspektivalar. очень хорошего качества и что у вас очень большие перспективы. Gagauziya'da 5 öğrenme kurumunda açılacak IT laboratoriyaları. Guboglu adına liseyinde bu prosese katıldı. 200 uşaktan ziyade hem 27 öğretici. Zinede Kanser Vlad Tavaçık, Irina Rezunets, GRT haberler.
Zanaat kurumların temsilcileri Komrat kasabasında anlattılar. Moldova üretim kurumların başarılarına hangi zanatlara uşaklar varınca öğrensinler. Olayın hazırlayıcısı Moldova Üretim hem Araştırmak Ministerliği finans yardımını onun geçirilmesine Almanya Ekonomika Ministerliği hem Şveysarya hükümeti verdi. Projekti Almanya Halklar Arası Bağlantılar Kurumu geliştiriyor. İleride tema süjet. Komrat Kultura Evin yönünde Moldova Zanaat Teknik Kurumları anlattılar. Zanaatlar için angılarına studentler bu yıl varınca öğrensinler. Rusya stola, Gagusha marangozluk. Yapıstele taftala kıyma yağını. Bir ağaçtan burada var keres, дуб. Слесарь механосборочных работ, механик, düzme тракторлары, топлама тракторлары, агрегаты, узлы, тракторов, сельхозмашин. Bu специальность pek востребована bizde республикада, так как приходит новая техника, yeni оборудование, все ученикler bilsinler studentler. Varınca yapalım suva işi, fayans işi, boya işi, resim işi, her türlü işler çocuklar çıkarlar burada. Уже 2 yıl okuyunca, 2 yılı bitirince ondan sonra onlar уже çıkarlar usta. Zanaat hiçbirisine yapmaya zarar. Yani varınca bu zanaattan sonra yine öğrenesin bir şey ama bu da sana yardımcı olacak çünkü taçoyu bizde kızlar geliyor. Kızlar önce onun önünde mama olacaklar ya, her bir ailede oluyor öyle bir hani yeni yıla dikmeye lazım, her bir prazne lazım yeni bir şey. Bu sefere gidersin gene yeni istesin. Onun için çok faydalı bir zanaat. Studentler anlattılar nice onlar öğrenmeyi geçirirler. Gles yapmak, tebla dosko, tebla figuralı. Stolları varınca yapalım. Laknanına geçeceğiz, полировать edeceğiz. Onu hepsini öğreniyorlar. Ben öğreneyim слесаря механосборочных работ. Bana burada yılın öğrenme. Ne biliyorsun? Ben biliyorum toplama motorları, разбирать etme, düzme onları. Müslüm Süleyman'ın kabiliyetçiler, profesya, işleyiciler, getiriciler parayı ve Doğal öğrenmek studentlere teoriyadan kare kolaylık praktikaya geçmeye verir. Öğrenmek prosesinin 70% onlar ekonomika agentlerinde geçerler. У нас 150 человек обучается. 150 uşak bizde öğrenir. Biz hep öyle öğretiriz doğal öğrenmek sistemasında. 3 grupa hep bu zanaatlarda var. Varınca danışasınız. İsterseniz öğrenme. Öğrenmek Ministerliğin Devlet Sekreteri Galina Rus'un nişanadani doğal öğrenmek becerikli uzmanları hazırlar. Salut de asemenea agenții economici. Ben karşılarım ekonomik agentlerini, angıları doğal öğrenmek programının partnerleri sayılırlar. Onlar katılarken bu programayı verirler kolaylık studentlere bulma kendilerine iş yerlerini. Gagauzya Alışveriş Palatası başı Mikhail Paşalı nişanadani regionun iş kurumları doğal öğrenmek prosesine aktif katılırlar. Payalar doğal öğrenmede bizde çadır zanaat okulu 15 kompanyadan ziyade girerler bu sistemaya türlü zanaatlarda. 9. klasların başaranları kendilerine zanaat gelen vakitte lazım ayırsınlar. Ben isterim elektrikayla bağlama kendi yaşamamız ve bugünkü gün elektrikasız yokunca yaşama. Очень интересно, все представлено, объясняют все детально. İsterim söylemeni burada pek meraklı anladırlar hem gösterirler neye varınca öğretsinler bizim uşaklara. Uşaklar master klaslarda hem konkurslarda pay aldılar. Fırıncı, terzi ya da mekanik olma denediler. Zinede Kanser Alexander Glekov, Alexey Gerçug, RT Haberler. Çadırlunga municipiyasında kultur evinde kolaylıksız uşaklar hem büyükler festivali geçti. Onda Moldova rehabilitasyon merkezlerinden uşaklar pay aldılar. Temayı bizim korespondentimiz ilerler. Kolaylıksız uşaklar hem büyükler yaratıcılık festivali uşaklara güzel duyguları başarıladı. Onlara bu festival pek bekleyen bir olay. Hangisine onlar çok hazırlandılar. Biz pek çok hazırlandık. Savaşta hepsi güzel olsun. İstedi gelme buraya Gagauzya, pay alma bu festivalde. Ben çok sevinirim burada pay alma.
Я готовилась, потому что я занималась этим. Ben hazırlandım, oynamayı öğrendim. Bu uşakları bilirim. Onlar sizi hem başka uşakları sevindirdiler. Чтобы выступить на этом конкурсе. Festivalin misafirleri onun önemliliğini nişanladılar. Çünkü uşaklara yardımcı olma lazım. Kendi talantlarını göstersinler. Ama böyle festivallerim var, iyi tarafları. Çünkü Dedi söyle sağ uşaklar, böyle uşakları görerek, onlar vurmasına onları giren, hani yaşamakta gördüğünden onlar sevinsinler, birbirine birlikte olsunlar. Это очень важный момент проведения таких мероприятий. Bu pek önemli bir zaman, bu festivalin geçirilmesi. Burada bizim uşaklara çok sevda verilir, büyük destek ve onlar kendi talantlarını gösterirler. Açan uşaklar burada bulunur, onlar yeni kafadarlarla buluşurlar. İdeyi Kolaylıksız Uşaklar Festivali 2019 yılda peydalandı. Vasily hem Lyubov Ivanchev'ı onu açıkladılar hem Çadır Munisipası'da Umut Veren merkezini kurdular. Bu festivalin geçilmesi çok yardımcı olur çocuklara bizim göstermeye kendi talantlarını. Hem de bu festival toplar bizi beraber. Hem de bu festival toplar bizim anaları, hani gösterir, hani onlar dil yalnız, onlar dil bu обществоda bir bulunarak da onlar birbirine oluyorlar dayak, birbirine yardımcı oluyorlar bu yaşamayı geçirmeye uşakların beraber. Gagauzya'nın başkanı Irina Vlach böyle olayların önemliliğini nişanladı. Biz destek veririz bu festivale, bu 4. festival. Anıgı olur bu Gagauziya'da o çok iyi yönümlü hani uşaklar toplanırlar. Biz anlarız ne problema onlarda var ama biz istemiyoruz. Onlar duysunlar, hani onları severler. O yüzden biz onları çok severiz ve bu festivalleri yaparız. Sağ ol derim hepsine kim katıldı, sağ ol derim hepsine kim geldi. Talantlarını festivalde 21 rehabilitasyon merkezlerinden uşaklar gösterdiler. Her bir rehabilitasyon merkezi diplomları kabul etti. Uşaklara tatlı bahşişleri verdiler. Alegdologla Leonid Arpanos, GRT Haberler. İnsanlar bilmirler ne onları bekler sabah. Ekonomika durumu zor. Bu hem başka faktörlere göre yaşayanların sayısı Moldova'da yıldan azalır. Hangi sebeplere göre bu olur? Bizim süjetimizde. Moldova'da demografiya durumu yıldan ta kötü olur. İnsanlar devleti bırakıp gidiyorlar. Doğan uşakların sayısı gün-günden azalır. Bütün devlette bu takım durum kuruldu. Ama Gagauzya'da kimi yaşamak yerlerinde iyi dinamika gözlediler. Yaşayanların sayısı zedelenir. Ama yine de bütünden durum pek sevindirmir. Gagauzya'da statistika belgelerine göre 2021 yıldan çeketme avtonomiyada 148 bin insan yaşardı. 2023 yılın çeketmesinde ise bu sayı 147 bin kişi kurar. Bu takım son 2 yılın içinde Gagauzya'da yaşayanların sayısı 837 insana isildi. Bu tendensiya ilerleyecek vurgularlar uzmanlar açıklayarak hani bunun için bir sıra faktör var. Неуверенность, политическая нестабильность, экономические проблемы и последние 2 года это рост тарифов, рост цен привел к тому, что многие люди молодого возраста, то есть молодежь, а молодежь по критериям Республики Молдова это от 15 до 35 лет, а также люди среднего возраста принимают решение мигрировать, прежде всего в поисках работы. И если мы помним, раньше была маятниковая миграция, то есть люди приезжали и уезжали, то сегодня те, кто выезжает, они уже забирают с собой семьи. İnsanlar yarınki günlerine emin değil. Bundan kara politika durumu stabil değil. Hem de son 2 yılda tariflerin büyümesi. Bu betire demografiya kötü. Aşırıya giderler gençler ilkin iş bulmak için. Demografiya durumu ekonomika durumuna sıkı bağlı. İnsanlar aşırıya iyi yaşamayı aramak için giderler. Söylerler автономиянın yaşayanları. Редко можно найти семью, где 8 детей, 9 детей, 10 детей. В основном 1 или 2 детей. А раньше, вы знаете, поколение, которое, когда я родилась, самая меньшая семья была, это 4 детей. Раньше люди думали, чтобы создать семью, чтобы уже в 20 лет у них были дети. А сейчас мы думаем, как быстрее заработать, как быстрее сделать себе карьеру, успешный бизнес. Зарплаты должны быть соответствующие расходам. К сожалению, зарплата не соответствует. И посмотрите, какие у нас цены. Я думаю, можно изменять тенденции, внедрять что-то новое, создавать какие-то новые рабочие места.
İyisilerin sınırın sayısı hem kasabalarda hem köylerde. 20 kişiden taziyede İyisil'de yaşayanların sayısı Kazıyak, Kirsa ve Çokmay'dan hem Çeşmeköy köylerinde. Ama var köyler angılarında insanların sayısı büyür. Kıpçak'ta bu sayı zeydelinde 10 kişiye, Kongaz'da 40 insana, Katovska, Jaltay, Kangaşçı köylerinde 5, 4 hem 3 kişiye. Moldova Milli Statistika Bürosu'nun haberine göre 30 yılın süresinde Moldova'da yaşayanların sayısı İyisil'de 3 milyon 600 insandan 2 milyon 600 yaşayana kadar 900 bin insan aşırıya gittiler. Tatyana Stavilova, Valentina Çuban, Ekaterina Mikhailova, Grigoriy Stavilov, Vladislav Tabachuk, Artem Topal, GRT Haberler. Bir ayın süresinde Komrat Dolay Bolnitsası'nda olacak olaylık su kendi sızıntısından içme projekt geliştirilir Çekya İlerlemek Agentstvosu'nun yardımının. Bizim korespondentimiz ileri doğru. Halk topluşu bitki oturuşundaki deley ayının 16'sında Komrat Bolnitsası'nda kendi su sızıntısı olsun kararladı. Su angısının şimdi medik kurumunda var, sadece teknik orunda kullanılır. Во время пандемии коронавирусной инфекции, когда у нас был развернут госпиталь на базе изоляционно-диагностического корпуса. Pandemiye vakitinde bizde Covid bölümü açıldı. Çok hasta vardı. Yok de bolnitsadan dışarı çıksınlar, su kendilerine alsınlar. Onlara çok su içmeye lazımdı. Biz o zaman şişelerde suyu satın alırdık. Bu pek pahalıydı ama bize sıra geldi bunu yapma. Проводили инфузии этим пациентам. Мы тогда закупали эту воду, бутилированную. Это было дорого для нашего учреждения, но тем не менее потребность в этом была, и нам приходилось это делать. Bolnitsa kasaba su sistemasına eklendi ama bu pek pahalı çıkır. İlaçlamak kurumu kendi su sızıntısını düzmeye kararladı. 2021 yılda Dolay Bolnitsa'yı Çekya İlerlemek Agentstvosu programına girdi. Сегодня вы видите, у нас на территории больницы работает буровая установка, которая постепенно пробуривает скважину. Были проведены Bugün siz görüyorsunuz hani burada teknik işleri yapıldı, suyun analizleri alındı. İşlerin sonunu bekleriz. Bizde kendi skvajinamız olacak. Hangisi bize finansları arttırmaya yardım edecek. Zira bitki vakit su hem şartpaları yüksek. Этих работ у нас будет своя скважина, и это позволит нам сэкономить определенные средства, учитывая то, что в последнее время цены на воду и на энергоносители, на многие вещи повысились. Nina Raylan çizgilerde arttırmış finansları başka işlere doğrultacaklar. Projektin sonunda medik kurumu 3 su sızıntısından su alacak. Мы будем иметь 3 источника снабжения воды на случай каких-то непредвиденных. Bizde 3 su sızıntısı olacak. Teknik suyumuz skvajna hem kasaba su sistemasından. Сейчас бурится и есть ветка от городской воды. Projektin bütün bütçeti 491 bin lei kurdu. Sayılara göre 3 hafta skvajnayı kazacaklar. Sonra nasos koyulacak. Neyden sonra bolnitsa kaliteli suyu kabul edecek. Maria Statova, Zinede Kanser, Grigoriy Stavilov, Artem Topal, GRT Haberler. 6000 lei ştraf var, nasıl ödesinler onlar, kim bırakır kendi avlarında ambroziya büyüsün. Yerli kuvvetler hep öyle bu büyüntülerle güreşirler. Çünkü ambroziya insanın sağlığına büyük zarar getirir. Bu olmasın diye ne yapar? Komrat kasabasının önderciliği hem ne nasihat ederler medikler bu durumda öğrendi bizim korespondentimiz Valentina Çuban. Аллергиядан зейтлenen insanlara ilk yaz zamanında daha pek zor olur. Çiçekte bulunan ağaçlar hem başçılar kavak ağaçlarından uçan yapağacıklar beterine bu insanlar sık sık ansırırlar hem de gözlerinden yaş akır. Komrad'ın önderciliği vurgulayır hani bitki yıllar kasaba içinde kavak ağaçların sayısı iyisildi. Biz ileride bu fidanları şen ekmiyoruz, koymuyoruz. Bunlar problem yaparlar bize. Ambroziya yol boylarında türlü kurumların yakınında büyür. Onunla güreşme hem onun büyümesine engel olma zor, söyler Komrad'ın başı Sergey Anastasov. Hangisini yetiştiririz, biçeriz, nerede insan bize telefon açarlar, hani ile biçme. Onlara zamanında biçtiler, onlar sonra o kadar çok büyümürler. Ama zamanında biçmiyoruz, çiçekler açarlar, sonra ardındaki tohumlar düşerler, olur daha da çok.
Komradın kommunal hizmeti Ambroziya'yı biçer, söyler Sergey Anastasov. Alergiya olmasın deyini, medikler bu zamanda maskaları taşıma nasat ederler. Onlar açıklarlar, hani Ambroziya iyun ayından oktyabr ayına kadar çiçekte bulunur. En iyi karar bu büyüntüyü biçme ama Komradın kommunal hizmeti yetiştiremer bunu her bir sokakta yapma, söyler Komradın başı Sergey Anastasov. Orgular, hani bu işe lazım katılsınlar evlerin sahibileri hem ekonomika agentleri. Ama lazım yasaba alma onu, hani bu büyüntülerin kökleri pek değerinde bulunur. Da Ambroziya yeniden büyür. Öldürmer onu himikatlarda. Bırakmama önce demeye gitsin ileri doğru bu işler. Ambroziya pek hızlı gider. Hem de var alergikler de onlarda büyük problem çıkar bunun ardına. Ambroziya ile güreşmek programmasını Respublika uğrunda 2018. yılda kabul ettiler. Toprakların sahibileri nerede Ambroziya büyür da onu biçmerler 6.000 lei ştraf ödesinler var nasıl. Valentina Çoban, Vladislav Tabachuk, Irina Rezunets, GRT Haberler. Siz seyrettiniz Hafta Haberleri programmasını, kalın sağlıcakla. İyi günler size.